Ассаляму алейкум, в эфире программа Джанло Студио. И сегодня у нас в гостях сногсшибательный струнный квартет «Астурия». Встречайте! Итак, дорогие друзья, сегодня, как и всегда, в нашей студии самые лучшие гости. Струнный квартет «Астурия». Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Как настроение, девушки? Прекрасно. Расскажите, как образовался ваш замечательный ансамбль? На самом деле очень долгий путь был создания, но я не хочу углубляться сильно долго в историю. Просто скажу, что начинали мы с Верой, а потом в 2010 году у нас образовался именно этот состав, который есть по сегодняшний день. Начинали мы в консерватории, и до сих пор мы вместе творим свое творчество и свою музыку. Вот ваш репертуар в большей степени собран из классических композиций, и даже название вашего коллектива «Астурия», наименование одного из произведений. Скажите, вот вы играете мелодии по-своему, немножечко обрабатываете, да, их, и как относятся к такому варианту академические исполнители? У нас был сольный концерт, и мы были очень удивлены, что именно на концерт пришло очень много наших
однокурсников с консерватории, то есть люди, которых мы абсолютно не ожидали увидеть, они подходили после концерта, поздравляли нас, то есть им понравилось и нам было приятно. Вот вы много гастролируете. Буквально недавно вы вернулись из Южной Кореи, где давали сольный концерт в рамках международного фестиваля музыкального, да? Расскажите об этой поездке, поделитесь впечатлениями. Поездка была, скажем так, очень увлекательная. Мы очень переживали с девчонками, потому что это был наш такого уровня первый концерт. Мы много концертов сыграли, но этот концерт действительно был такого мирового уровня, скажем так, потому что в этом зале выступали мировые музыканты классические. Ну, и я думаю, что очень много музыкантов там выступало, может быть, даже и не классических. Но в данном фестивале мы были, как, скажем так, изюминкой. Вот, мы очень волновались, но люди восприняли очень классно вообще и с таким
с такой радостью все тоже и слушали нас, и хлопали, и было у нас 4 биса. Еще, кроме того, во время концерта, сначала первую часть концерта, большую часть, которую мы играли, люди просто хлопали после каждого произведения, а потом во время одного из произведений они как сошли с ума и стали хлопать просто и во время музыки, и после произведения. И сколько вот мы играли, они все время хлопали, и мы даже... Это на нас так очень сильно... Мы были не то, что не против, это на нас очень сильно повлияло. Конечно же, мы с ударной силой закончили этот концерт. 4 биса или сколько у нас? 4 биса, да. Расскажите о смешных случаях, может быть, курьезных каких-то ситуациях во время концерта. Бывало такое? Бывает много смешных ситуаций, но не о всех можно рассказать. И на самом деле у нас бывали такие ситуации несколько лет назад, когда мы уже после концерта, сидя в гостинице за чаем, услышали пожарную тревогу. И вместо того, чтобы все нормальные люди начинать убегать из гостиницы, мы побежали на какой-то 18 этаж, потому что у нас там были инструменты, и потом с этими инструментами по два. То есть акустический и электронный. У меня 2 виолончели. В шубах, в Вы шапках, побежали спасать инструменты. Все люди вниз, а мы наверх бежим. Причем они все бегут вниз по лестнице. Бросайте, бросайте, мы нет. Мы чемоданы с собой захватили, все это было. Потому что у нас выступление на следующий день было. Да, другая страна, это было прекрасно. Мы все с собой забрали.
Ну, да, это Избежали действительно первый приятно. съезд. Ну, смешно было потом уже, тогда было не смешно, конечно, потом очень. Да. Мы смеялись. Можно ли привить любовь к классической музыке людям, которые вообще ее не слушают? Конечно, можно, но я думаю, что во многом еще действует воспитание и средства массовой информации. То есть если родители прививают любовь к классической музыке, то ребенок и так дальше слушает ее, и у него вырабатывается вкус к этой музыке, потому что неподготовленного человека очень сложно впечатлить, там, повести в театр, на оперу или балет. Я могу сказать, что в нашем творчестве, возможно, есть такой ускоренный вариант прививания любви к классической музыке. Это точно. Я надеюсь, после сегодняшней программы людей, любящих классическую музыку и просто красивую музыку, живую, настоящую, станет намного больше. Какую цель вы преследовали, создавая такой вот музыкальный проект? Этот вопрос, сложно на него ответить. Главная цель — получить удовольствие от творчества. И тогда приходит больше вдохновения и желания что-то делать новое. Вы объездили всю Европу, во многих странах мира вы были. Где вам больше всего понравилось и где лучше воспринимают такую музыку? Или, может быть, где-то зритель другой? Может быть, вам просто понравилась атмосфера? Понимают везде хорошо, в принципе, но нам, как по мне, наша поездка больше всего запомнилась на Барселону. Вот, мы влюбились в город. Впечатление как город. А вот несколько лет назад у нас был небольшой тур в Латвию, Литву, Эстонию, потом на следующий год. И мы, когда ехали туда, мы немножко переживали, потому что, все знают, да, что эти люди не очень эмоциональные. То есть мы перед началом концерта,
переживали, думали, как. То Мы есть были мы все-таки, готовы. у нас костюмы, у нас там и, ну, произведение такого плана, уже по началу концерта мы поняли, что люди пришли как бы на классический концерт, им Да. прорекламировали, что будут классический квартет играть произведения, вот, мировые произведения классики. Но мы были приятно удивлены. Первое, второе, третье, четвертое произведение, и как в Сеуле, как в Корее они завелись и хлопали нам в конце какой-то, я не помню, в каком городе был концерт, но Тарту, по-моему. нам аплодировали ногами. В конце То есть, топали ногами, да. То есть нас организаторы Это предупредили, сказали, что если они просто хлопают, это уже хорошо. Это уже значит, что они просто в восторге. А когда мы Мы ушли не за поняли, что сцену произошло, и понимаем, какой-то. что там топот, свист, аплодисменты, мы были шокированы. Ну, вы не можете не шокировать. Где вас можно услышать в ближайшее время? Это Новостями на сайте следите и в соцсетях. мы планируем следующий сольный свой концерт организовать. Возможно, это будет в Caribbean Club, возможно, может быть, в другом каком-то Может, зале. Атлас или Да, что-то но такое. думаем, что это будет минимум через месяц или полтора. Может, тур по Украине с концертами? Пока что такого нет в планах. Вернее, такого еще. То есть есть планирующиеся концерты, которые не подтверждены. То есть пока рекламировать не будем. Раскройте секрет нашим зрителям, ведь вы не только замечательные артистки, вы еще и мамы. Как вы это все сочетаете, как все это успевается?
Мне лично помогает очень сильно бабушка, моя мама приезжает, и возможности, когда, потому что муж работает. Мужья тоже занят, да, музыканты. мы тоже музыканты, поэтому, чтобы как-то корректировать графики, как-то выходить, нам помогает. Какие дальнейшие цели и перспективы? У нас на данный момент произошли важные события. В прошлом месяце мы выпустили свой первый альбом. Он, конечно, в цифровом виде, его можно купить, скачать на iTunes и на ресурсе CD Baby, и не только. То есть для нас это очень большое событие, потому что мы очень долго не могли собрать музыку в какую-то единую, как вот в единый альбом, в общем-то. И это был определенный этап, и сейчас мы думаем о том, чтобы делать что-то новое для последующего своего альбома, о новой музыке. И также у нас вышел новый клип, тоже достаточно такого высокого уровня по отношению к другим нашим клипам. Тоже мы очень довольны результатами работы. Мы его презентовали на своем последнем сольном концерте и очень счастливы своими результатами.
кто смотрит этот клип, спрашивают, где вы его снимали? Это кузня на Рыбальском Территория называется. Ленинского Территория завода. Ну, Опасненько очень так было. интересное сочетание. Особенно, когда стояли наверху корабля. Подниматься на больше носу. всего. Для меня был страх подняться и спуститься на корабль. Это. Благодарю вас, что пришли сегодня к нам в гости, что подарили нам свое замечательное творчество, что раскрыли частичку себя. И я надеюсь, мы с вами еще увидимся. Мы тоже Спасибо. надеемся. Спасибо за приглашение. Да, спасибо. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.